Пристальным контролем инспекторов находятся все пункты реализации пиротехники. Во время рейда строго проверяют соблюдение пожарной безопасности. Инспекторы напоминают продавцам и владельцам о том, что в точках продаж пиротехнические изделия должны находиться в закрытых застекленных полках. Однако есть и альтернативный вариант. На открытом стеллаже должны стоять макеты или коробки без содержимого с обязательным указанием цены и первоначальной информации о салюте. Штраф за несанкционированную реализацию фейерверков предусмотрен внушительный. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности должностное лицо либо юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности. На юридических лиц по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях это в виде предупреждения либо штрафа на 300 тысяч рублей. На должностных лиц в виде предупреждения от 20 до 40 тысяч рублей. По традиции Новый год принято встречать шумно и ярко. Любая пиротехника нуждается в правильном обращении и соблюдении правил безопасности. Продажа пиротехнической продукции осуществляется лицам, достигшим 16 лет. Безответственное отношение к огнеопасным изделиям нередко приводит к негативным последствиям. Поэтому необходимо приобретать исключительно сертифицированную пиротехнику. При покупке пиротехнических изделий нужно обращать внимание на целостность коробки. Также на каждом пиротехническом изделии имеются сертификаты. Проверяйте сертификаты. В сертификатах указан срок годности. Проверяйте в самих пиротехнических изделиях инструкции, чтобы они были написаны на русском языке. И уже при реализации в инструкции все написано, там радиус. Запуск салютов в несанкционированных местах категорически запрещен. Нарушитель может получить административную ответственность. На территории городского округа определены места для запуска пиротехники. В том числе Комсомольская площадь, Площадь Победы, озера Талая, Теплая и Щорса, а также Зеленый Луг. С полным списком можно ознакомиться на сайте окружной администрации. Рейды будут проходить ежедневно до конца новогодних праздников. Даяна Федорова, Иван Сырокомов, Якутск.